Здравствуйте, в эфире новости на телеканале Челны ТВ, в студии Валерия Новожилова. И вот главные темы этого выпуска. Лесопосадка под угрозой. Активисты просят администрацию Тукаевского района взять территорию с хвойными саженцами под свой контроль. В Челнах выросло количество детей, заболевших ОРВИ. Что это за инфекция и чем она опасна? Мы уходим, вы остаетесь. Коллектив Татарского драматического театра представил зрителю премьеру спектакля по пьесе известного писателя. Первое слово – главное слово в каждой судьбе. В воскресенье в России отмечается День матери. Будущий лес под угрозой. В Челнах экоактивисты третий год не могут добиться постановки на учет хвойной посадки в Боровецком лесу. 2 года назад добровольцы высадили деревья на площади в 2,5 гектара. Однако власти отказываются следить за порядком на территории. В проблеме разбирался Руслан Бекмухаметов. Саженцы сосны в Боровецком лесу посадили в честь столетия ТССР. Группа экоактивистов из 80 человек совместно с администрацией Тукаевского района и жителей Малой Шильны высадили 5000 сосен и 1500 елей. Сейчас деревья находятся под угрозой, и в любой день на территории может развернуться стройка. В настоящее время посадка бесхозная. На кадастровой карте этот земельный участок значится как земли для размещения базы отдыха. Поэтому не исключен вариант, что данный земельный участок может быть выставлен на торги и продан для застройки под ИЖС, либо под базу отдыха или еще какие-то хозяйственные цели. Нам бы не хотелось, чтобы труд волонтеров, чтобы юбилейная посадка в честь столетия ТССР вот таким бесславным образом закончили свое существование. Год назад деревья осматривали экологи и провели экспертизу. Согласно их данным, приживаемость саженцев составляет 80%. Экоактивисты не намерены отступать, они хотят добиться, чтобы земля перешла в руки муниципалитета и осталась нетронутой. Челнинцы мечтают, что в перспективе будущий лес можно будет превратить в парк отдыха. Мы обратились в Тукайский исполком, нам пояснили, что администрация подавала в суд на арендатора и выиграла землю. Однако вторая сторона обжаловала это решение через Верховный суд и забрала территорию в свои руки. Дальнейшая судьба участка пока неизвестна. Вот такие крошечные саженцы уже через 10 лет вырастут ростом с меня, а еще через десяток станут такими же могучими соснами, как в лесу напротив. Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. В Челнах задержали местных жителей, подозреваемых в экстремистской деятельности. По версии следствия, 2 мужчин, являясь приверженцами международного религиозного объединения Нурджулар, деятельность которого запрещена в России, организовали в Челнах ячейку этого объединения, привлекали в него людей и хранили соответствующую литературу. Третий подозреваемый принимал активное участие в деятельности организации. В результате следственных мероприятий челнинцев задержали в одной из квартир города. Причастность к совершению преступления подозреваемые не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных следствие обратилось в суд с аналогичными ходатайствами. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В Челнах выросло количество детей, заболевших ОРВИ. На нашу горячую линию поступило несколько сообщений от обеспокоенных родителей. По их словам, некоторые классы в школах отправляют на дистанционное обучение или на несколько дней останавливают учебный процесс. Челнинцы переживают, что в условиях и так непростой эпидситуации обычные ОРВИ могут привести к серьезным последствиям. Только на прошлой неделе в Челнах зарегистрировали более 6000 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Как сообщают представители Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил более 120 человек на 10 тысяч населения. Это почти в 2,5 раза выше уровня среднемноголетних показателей. В связи с этим в школах города усилены профилактические меры. Увеличивается количество влажных уборок, усиливается режим проветривания, использование средств индивидуальной защиты. Во всех помещениях используются рециркуляторы. На этот период ограничиваются выездные и массовые мероприятия. Если эпидпорог заболеваемости превышен, свыше 25% детей болеют простудными заболеваниями, то руководители учреждений прерывают учебный процесс, выводя класс на разобщение. Но переживать не стоит, отмечают медики. Увеличение количества простуженных детей в это время года нормально. В большинстве случаев ОРВИ не осложняется серьезными заболеваниями и протекают в легкой форме.
Очень важно при инфицировании инфицирующая доза, концентрация того вируса в бактерии, который вызывает заболевание. Поэтому если мы регулярно проветриваем помещение, избегаем близких контактов, небольшой дозы вируса не хватает для того, чтобы вызвать само заболевание. Организм благополучно сам, даже иногда без каких-то симптомов, справляется с заболеванием. Поэтому очень важно быть на свежем воздухе, проветривать дома, чтобы те, кто в окружении есть, бабушки, дедушки, родители, не заражались, соответственно, не заболевали. Конечно, при обнаружении симптомов ОРВИ у ребенка врачи рекомендуют обращаться к специалистам. Главное, чтобы не допустить скачок заболеваемости, нужно ограничить общение заболевшего, воздержаться от походов в общественные места. Как правило, ОРВИ проходит в течение 5-7 дней. Валерия Новожилова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. С 22 по 27 ноября свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. Улица УТЦ Грин, остановка Глобус. Вы смотрите новости на канале Челны ТВ, и мы продолжаем. Праздник в квадрате. Труппа Татарского драматического театра отмечает премьеру спектакля «Мы уходим, вы остаетесь» по пьесе Туфана Миннуллина, а также 60-летие народного артиста Республики Татарстан Рафика Каюмова. Самые яркие кадры спектакля в материале Лилии Гатиной. «Мы уходим, вы остаетесь», спектакль, который челнинцы увидели впервые. Постановка отражает события из жизни поэта Габдуллы Тукая. И основная мысль, которую актеры постарались донести до зрителя, что главное богатство народа не деньги, а его культура и язык. И нести это богатство нужно вместе. Либо мы все-таки на самом деле объединяемся и как бы идем, как это в тексте звучит, за ручки схватились и все-таки работаем над тем, чтобы наша нация жила, либо мы все-таки остаемся каждый при своем. Поставить спектакль помогла дочь драматурга, написавшая пьесу, Альфия Миннуллина. Дело в том, что изначально финал произведения был другим. Как рассказала женщина, ее отец не знал, что в настоящей истории Габдулла Тукай взял деньги у богатой семьи Акчуриных и написал, что он этого не делал. Но, узнав правду, переписал финал. Когда Челнинский татарский театр решил обратиться к этой пьесе, Олег Эфенди заинтересовался. Меня очень это обрадовало. И затем со мной связалась Айгуль ханым и сказала такую фразу, что у Туфана Абдуллыча где-то написано, что он написал новый финал к этой пьесе. Она оказалась более внимательной, чем я. Я как-то этот момент не запомнила. Но я нашла эту цитату. Благодаря особому вниманию к деталям и подлинности истории постановка влюбила в себя зрителей с премьерного показа. Вчера у меня был день рождения, дочь мне купила билет. Я люблю театр, но времени, как всегда, у нас не хватает. Она пригласила меня сегодня. Я пришла. С этой пандемией я давно уже не была в театре, если правду сказать. Сегодня очень довольна, пришла посмотреть. Несмотря на то, что труппа театра только подготовила премьеру, сейчас актеры вовсю работают над подготовкой к новогодним спектаклям. Лилия Гатина, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. Можно пристегнуть к сумке, одежде или просто положить в кошелек. Челнинец Андрей Веретенников придумал, как удобно использовать QR-код. Он создает брелоки и значки с изображением сертификата о вакцинации. Арина Аразова продолжит. Андрей Веретенников, в прошлом популярный челнинский фотограф, сейчас предлагает услуги по изготовлению брелоков и значков с изображением мобильного QR-кода. Идея, как сказали, сделать QR-коды, показать всем, показывать, где там надо. Каждый раз с этим телефоном неудобно вытаскивать. И, в общем-то, сделал себе такую штуку. Интересно. Интересный и простой вид подвески сразу заинтересовал друзей и близких челнинца, после чего такие сувениры приобрели статус товара. Делает Андрей все своими руками. Процесс создания комплекта из брелока и значка занимает 40 минут. Проблем со считыванием QR-кода нет, показал челнинец. Считывание того кода, который я делаю,
Оно, ну, как бы в 3 раза у него разрешение выше считывания. Поэтому его можно даже издалека, под углом, вверх ногами, его можно как угодно будет считываться, потому что он упрощенный. Но открывает он именно ту страницу, которая необходима по законодательству. Новое изобретение Андрея Веретенникова уже пользуется популярностью. Идея понравилась многим челнинцам, ведь при наличии такого аксессуара не нужно доставать телефон и долго загружать сайт. Благодаря этой простой вещи проверку QR-кодов можно ускорить и упростить. Арина Аразова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Этот праздник любят в Европе, Америке, Африке, Китае, в общем, во всем мире. В разных странах его отмечают в разные даты, но суть праздника везде одна. Речь идет о Дне матери, а в России он выпадает на это воскресенье, 28 ноября. Современную маму можно заслуженно назвать героиней, ведь она успевает все – и сохранять домашний уют, и воспитывать детей, и строить карьеру. Как она это делает? Наша съемочная группа попыталась найти ответ на этот вопрос. Мама, пожалуй, это самый главный человек в нашей жизни. Ребенок ты или уже совсем взрослый, мама нужна всегда. Моя мама самая добрая, красивая, нежная, заботливая очень. Я ее очень люблю. Любая проблема решается вместе с мамой. Она может помочь в любой сложной ситуации. Юлию Рыбакову в Тукаевском районе знают многие. Она возглавляет Новотроицкое сельское поселение. Активно участвует в политической и общественной жизни села. Несмотря на высокую занятость, приоритеты старается расставлять правильно. Я работаю главой Новотроицкого сельского поселения уже 2-й год. Но все-таки, наверное, главной работой в жизни – это быть мамой. Это большая честь для меня быть мамой таких замечательных, умных, талантливых, спортивных, энергичных детей. Бог дал, слава Богу, мне их здоровыми, умными. Я ценю это. И, наверное, каждая мама, каждый родитель живет с мыслями о своих детях, трудится ради своих детей. Все свободное время, а его, к сожалению, не так много, Юлия Рыбакова старается уделять семье. Маме важно не только умственное, но и физическое развитие детей. Сын занимается баскетболом, дочь уже чемпионка по спортивной гимнастике. Вот это я заработала в Казани 1 место, а все остальные я заработала у себя в городе. Мы ездим с ней на все соревнования, и мама меня поддерживает. Энергичная мама и сама увлекается спортом. В копилке много дипломов и медалей. Скажем, недавно она стала чемпионкой среди руководителей Тукаевского района по армрестлингу. Заботится Юлия Рыбакова и о развитии общественной жизни населения. Многие ее социальные проекты были признаны на российском уровне. Лилия Хабибьянова, Кирилл Хабзей. Новости Челны ТВ. День матери – прекрасный повод в очередной раз сказать спасибо нашим мамам, подарить им теплые, искренние слова и повторить, как сильно мы их любим. Челнинцы с удовольствием поздравляют своих мам. Мамочка, с праздником тебя, с Днем мамы. Всего-всего самого-самого хорошего, самое главное – здоровья. Милая моя любимая мамочка, поздравляю тебя с Днем матери. Огромное спасибо, что подарила мне жизнь. Желаю, конечно же, терпения, это самое главное, счастья и здоровья. Ну, я хочу поздравить свою мать, маму с праздником, День матери, пожелать ей крепкого здоровья, здоровья, еще раз здоровья, чтобы у нее было все хорошо. Наша телерадиокомпания также присоединяется к поздравлениям челнинцев. Дорогие наши мамы, мы желаем вам оставаться всегда такими же милыми и прекрасными. Успейте приобрести морские деликатесы. Выставка продажи икры и рыбы с берегов Камчатки предлагает огромный выбор дальневосточной продукции на любой вкус и кошелек. Икра и рыба Камчатки – это не только вкусно, но и полезно. Качественные морепродукты помогут поддержать иммунитет в это непростое время. Посетить ярмарку можно за торговым центром «Грин». В холодное время года витамины просто необходимы. В морских деликатесах содержатся незаменимые микроэлементы омега-3, омега-6. Икра и рыба Камчатки – рай для настоящих гурманов. Чавыча, нерка, белорыбица. Копчение как горячее, так и холодное позволяют сохранить все полезные элементы в рыбе.
Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается всеми аминокислотами. У нас очень вкусная икра, зернистая, вкусная, зернышко прям слабосоленое. Есть таймень, есть клыкач у нас новинка, палтус, угорь даже есть, корешка, большой выбор. Челнинцы уже выстраиваются в очередь за морскими деликатесами. По словам посетителей, здесь широкий выбор свежей, качественной и, самое главное, вкусной продукции. Белые рыбы взяли тоже, красные рыбы взяли, тоже вкусные, хорошие они, да. Сейчас икру взяли, вот. Кого сегодня будете угощать? Ну, кого? Этот, ближе к Новому году уже, наверное. Если гости придут, их будем родных угощать. Специально за икрой и за омули. Мне очень омуль понравился. Больше они нравятся. Край же богатый с рыбой. Из-за этого. Там же омега-масла. Все равно рыбу нужно кушать. Потому что полезно, потому что вкусно, потому что свежее. Да, беру не первый раз. Нравится. Родителям взяла и себе. Приобрести деликатесы от камчатских производителей можно за торговым центром «Грин» до 27 ноября включительно. А мы продолжаем викторину. Принять участие в нашем розыгрыше очень просто. Все, что для этого нужно, смотреть выпуски новостей на канале Челны ТВ на протяжении недели. Каждый день ведущий задавал всего один вопрос, а сегодня в пятницу прозвучит последний. После чего необходимо отправить все 5 ответов одним сообщением на номер WhatsApp 8 939 311 31 31. Ответы принимаются до понедельника. Именно в этот день мы и назовем имя победителя, который справился с заданием первым. Повторы выпусков можно найти на нашем YouTube-канале. У вас еще есть шанс получить сертификат в пиццерию. Итак, вопрос номер 5. Кто является автором слов современного гимна России? А я напоминаю, в городе продолжается вакцинация от COVID-19. Сделай прививку от коронавируса – это просто. А сейчас вас ожидает прогноз погоды сразу после новости на татарском языке.